Всем привет, наши дорогие зрители! Мы продолжаем дневники проекта «Народная лига» в рамках 100 добрых дел, которые запустил Халыкбанк в честь своего грандиозного юбилея. Банку 100 лет. 100 лет Халыкбанк вместе с народом. Мы уже познакомились с участниками Народной лиги из других городов, а сегодня же мы отправляемся в один из самых спортивных городов страны, которую местные жители любя называют Талды-Париж. Мы в Талды-Кургане. Ok, Dadou dans de loup. Corps et scalp à la scalperie. Taxi 3, baby. Moteur, on tourne, action. Mon existence, microfilm d'action. Marseille, au premier plan du... В рамках реализации проекта Народного банка «100 добрых дел» и при поддержке Национальной федерации баскетбола наши ребята посещают секцию баскетбола. Но секцию у нас ведет наш тренер Хасымов Адиль Шалтабаевич, кандидат мастера спорта по баскетболу. И ребята в неделю 3 раза посещают секцию, готовятся уже к большим соревнованиям. И действительно, вот мы наблюдаем за ними, им очень нравится этот вид спорта, они прям с удовольствием ходят, они ждут, когда у них будут тренировки, и очень уважают своего тренера. Мы вот благодарны именно Народному банку, который предоставил нам такую возможность. Скоро у нас, конечно, будут большие соревнования, но мы надеемся, что мы возьмем призовые места, но если не призовые, то уже поучаствуем. Но ребята уже с рвением, прям с нетерпением ждут. Наши участники из Центра поддержки детей Айналайн помимо учебы занимаются своими любимыми делами. Кто-то любит играть в шахматы, кто-то изучает азы программирования, чтобы стать будущим крутым IT-специалистом. А некоторые поют в детском хоре. Давайте посмотрим на наших талантливых детей. Менің атым Хасен Нұрсұлтан, жасым 14-те, 9-шы сынып оқушысымын. Мен баскетболмен айналысқаныма 4 айдан асты. Мен бос уақыттарымда осы біздің өзіміздің поляға шығып, корзинаға доп лақтырып баскетболмен айналысам. Баскетболдан басқа сол домбыра, сосын футбол ойнаймын арасында достармен болды. Участник сборной команды Талды-Кургана в Народной лиге Хасен Нурсултан не только любит спорт, но и занимается творчеством. Менің арманым осы баскетболды до конца аяқтап, осы Алматыға баратын жарысты жүлделі орын алып, содан кейін ары қарай баскетболға кіріп, баскетболдан әлем чемпионы болғым келеді. А теперь давайте познакомимся и с остальными детьми, которые являются участниками Народной лиги. Мы готовимся в неделю 3 раза, ходим на тренировки. 2 дня мы тренируемся, а на 3-й мы дружескую игру играем. Тренируемся разными способами там, на турниках, движения учим всякие разные, тактики. Баскетбол өте керемет деңгейде өтіп жатыр. Дайындалып жатырмыз. Бұйыртса барып жүлделі орынға ие боламыз деп үміттеміз. В свободное время я хожу на вокал, танцую, учусь играть на баяне, там, играю в волейбол, футбол с друзьями, развлекаюсь. Мечты, стать лучшим баскетболистом, получить кандидат в мастера спорта. Давно вообще это хотел. Тренировки идут по полной программе? В центре у нас воспитывается 69 ребят на данный момент. И помимо наших 12 детей, которые посещают секцию баскетбола, помимо баскетбола они еще заняты и другими кружками, секциями. Параллельно они посещают тяжелую атлетику, хоккей на траве, футбол. Там у нас свои кружки в нашем центре.
Это кружок театра, вокала, пения, дамбры. И ну, по отдельности, если мы остановимся, то каждый вот наш участник секции баскетбола – это индивидуальная личность. Они друг на друга не похожи. У них и эти интересы тоже разные. Например, если возьмем нашего Нурали. Мен бос уақытымда спортпен шұғылданам, баскетболға барам. Қазіргі таңда ал өзім көптеген немен шұғылданам. Бала кезімнен би, ән, театрға қатысқам. Көптеген жүлделер алғам. Театрдан 5 рет республикалық жарыстардан жүлдегері болдым. Биден де содан сон. Нурали, он такой очень умный мальчик. У него и он ударник, по учебе тоже он хорошо занимается, баскетбол посещает, и в футбол любит он играть. И, конечно, у нас он в театре Пана занимает важную роль. Он уже пробовал себя в таких больших ролях, как ну, можно бесконечно перечислять. Также вот мальчики Алеша, Нурали, Антон, они помимо баскетбола любят и футбол, и иногда вот когда у них свободное время, они могут и посещать и хоккей на траве, и какие вот у нас кружки. В неделю один раз они и посещают библиотеку, у нас там есть свой клуб Хабар. Ну, ребята, ну почти у ребят нет свободного времени. Участники пришли на свою тренировку, чтобы еще больше оттачивать навыки игры в баскетбол, чтобы доказать, что Талдыкурган действительно спортивный город и побороться за звание чемпиона Народной лиги 2023. Тренировки мы начали с января месяца. У ребят успехи очень хорошие. Вот на этой неделе они будут участвовать в школьной лиге, оттуда набираться опыта. Как тренер я буду тоже присутствовать, команду выставлять на школьную лигу. Игроки заряжены на победу. Давайте посмотрим, как проходят тренировки у детей-участников. С угла начинаем, пацаны, с угла. Введение левой рукой на фишку. Перевод сюда, на эту фишку. Перевод. Дистанцию. Как у тебя нога стоит сначала? Вот. А ты сядешь на ноги? Садишься, потом помогаешь. Оп, хорош, все сюда! Все вместе. Смотрим. Введение мяча до синей фишки в бок. И здесь нужен взрыв туда. Паузу. Побежал на ускорение. Быстрее. Передача вглубь. Забить надо. Хочу выразить свою благодарность Национальной баскетбольной федерации и также Халык-банку за такую возможность, что наши дети участвуют, что создали такой проект. На этом тренировки у детей завершились. Как вы видите, дети не только спортивные, но и разносторонне талантливы. А станут ли они чемпионами, вы узнаете совсем скоро. Следите за новостями на нашем канале и в социальных сетях Халык-банка. В следующем выпуске мы вас познакомим с очередными участниками Народной лиги. Будьте с нами. Все вместе!